мой золотой мальчик. Все. Это уже третья прививка от полиомиелита для Мухаммада, поэтому он ни капельки не боится. Тем более, когда рядом мама, которая всегда поддержит. Я считаю, что каждый здравомыслящий родитель обязан прививать своих детей во избежание заболевания всяких различных инфекций, вирусных заболеваний, так как осложнения очень сложные бывают после них. У меня все дети привиты, прям с раннего возраста, что как из роддома, дальше, как и полагается. Мухаммада сегодня привили инактивированной вакциной Пентаксим. Это препарат, полученный путем полного обезвреживания бактерий и вирусов с сохранением их иммуногенных свойств. Вакцина безопасна, но действует всего несколько лет. Другое дело живая оральная, которая используется при ревакцинации. ОПВ содержит ослабленные вирусы. Она формирует иммунитет к полиомиелиту. С 3 месяцев, 3 месяца, 4,5, 6 месяцев. Затем у нас идет, по новому 11-22 у нас идет и 18 месяцев инактивированная. Дальше у нас 20 месяцев и 6 лет идет ОПВ, оральная вакцина. Но дети, которые вторую вакцинацию у нас идут, да, уже, если они вообще не привиты, естественно, Пентаксим, да, но смотря по состоянию каждого ребенка, необходимо смотреть. Вакцинация – единственный действенный способ защититься от полиомиелита, потому что он неизлечим, предостерегают врачи. Болезнь грязных рук может привести к полному параличу, нарушению дыхания или даже гибели. Наиболее уязвимы дети до 6 лет. Мамочка, не врач, не заподозрит, что у нас полиомиелит идет, потому что первоначальные признаки у нас идут, это интоксикационный синдром, это у нас обычные повышение температуры, горлышко болит. И вот когда уже ребенок начнет говорить, что у него не может встать на ноги, рука болит, ребенок начинает хромать, вот тогда уже, да, у нас подозрение на полиомиелит. По информации Роспотребнадзора Ингушетии, с 2019 года в регионе регистрируются случаи острого вялого паралича. Также вакцинородственный вирус находили в сточных водах. А это значит, что риск заболеть полиомиелитом у непривитых людей все еще остается. Именно поэтому 17 июля в республике стартовал 3-й тур иммунизации детей. Планируем где-то около 2000 детей привить. Имеется в виду, это не ведется работа с отказниками также, но у нас в большинстве дети привитые, то есть это дети, в 3-й тур ходят дети, которые будут получать 2-ю, 3-ю вакцинацию по полиомиелиту. С 2010 года Россия вошла в список стран, свободных от опасного вируса. Однако ситуация остается напряженной не только в Ингушетии, но и в ряде других северокавказских республик. Тамара Хшагульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24.